Неправительственной организацией «Проевропа» был объявлен конкурс в 3 направлениях. Конкурс рисунков на тему «Европа у нас дома», конкурс сочинений на тему «Одна молодежь, одна Европа» и конкурс на самое европейское учебное заведение. В первенстве приняло участие 7 учебных заведений со всей Гагаузии, в том числе Чешмекёйский и Светловский теоретические лицеи. Конкурс действительно проводится 3-й год подряд. В отличие от первого года, когда у нас было около 15 рисунков, на сегодняшний день рисунков было около 80. И если проводить параллель между первым годом и нынешним, то участники эссе, в первый год было их 3, сейчас их уже 15. И в этом году мы внесли новизну, мы сделали конкурс для учебных заведений Гагаузии, мы оценивали уровень их партнерства с общественными организациями. Подобные конкурсы проводятся по всей республике. Однако, по мнению координатора Фонда Восточной Европы, в Гагаузии они отличились участием в нем детей дошкольного возраста. На мой взгляд, у него есть особенная такая черта. Ими заинтересовались как школьники, как и взрослые школьники. Но самое сильное, что меня удивило, это были дошкольники, потому что они не так хорошо информированы о евроинтеграции и так далее. И это очень похвально, потому что именно вот с такого маленького возраста и начинает образование. Я нарисовала наш дом Молдову. Я хочу, чтобы наша страна была дружелюбной, чтобы все могли путешествовать. Ты сказал, что ты нарисовал 4 компонента Европы. Какие компоненты? Дружба, путешествие, правосудие. По словам организаторов, в конкурсе рисунков участники большой акцент ставят на дружбу между странами, глобусы и различные стремления. Победительницей конкурса стала Крайтор Наталья, ученица 7 класса лицея имени Дмитрия Карачубана. Я изобразила свой рисунок в виде яблок, Европу в виде яблока, так как Европа – это большой круг со звездами. И у этого яблока лепесточек с флагом Молдовы, так как мы стремимся стать такими же, как Европа. И мы уже приоткрыли окно в Европу. В конкурсе эссе приняли участие 15 человек. Лучшим признали сочинение ученицы 11 класса лицея имени Гаврила Гайдаржи Кайнак Татьяны. Тема эссе «Разная молодежь, одна Европа» сразу переполнила меня идеями, и я, конечно же, решила писать. Победителем в конкурсе на самое европейское учебное заведение стал Молдавский лицей имени Михаила Минеску. В подарок он получил персональный компьютер. Второе место почетно заняла Камрадская гимназия номер 7, получив многофункциональный цветной принтер. Наградой за 3-е место стал телефон-факс, который получил Чешмекёйский теоретический лицей.